Всем привет, с вами Максим Пилигрим, и вы смотрите социальный шоу-проект «Битва блогеров». В прошлую субботу состоялся кастинг на социальный шоу-проект «Битва блогеров», где главным призом стала однокомнатная квартира в городе Якутске от нашего генерального спонсора компании «Трансстрой». А кроме квартиры, участников ждут еще множество ценных призов. Около 60 участников рассказали о своей мотивации, представили свои видеовизитки и то, какую пользу они могут принести городу, а также ответили на вопросы компетентного жюри. По итогам кастинга было отобрано 36 участников, которые набрали максимальное количество баллов. В конце каждого из 5 этапов будут выбывать 4 участника. Невыполнение одного из заданий также автоматически дисквалифицирует участника. Таким образом, до финала дойдут сильнейшие, а победитель будет определен путем народного голосования. Участники будут выполнять задания от организаторов, в том числе примут участие в городских акциях и проектах. Примерят на себе различные профессии, от риэлтора до сотрудника окружной администрации. И сегодня мы познакомимся с участниками, которые уже выполняют задания и примеряют профессии на себе. Итак, участница номер 1 Злата Сычева. Она на один день стала руководителем административной комиссии. Давайте посмотрим, что интересного подготовила нам Злата. Сегодня на один день я стала руководителем административной комиссии Николаем Габидуллиным. Мне кажется, на такой должности должен работать именно такой человек, бывший прокурор. И я думаю, будущий, потому что это очень сложно принимать такие решения, когда люди приходят и начинают отмазываться, да, придумывать какие-то истории, почему вот так вот произошло. А штрафы не маленькие, там от 3000 до 50 тысяч. Водоканал сегодня мы оштрафовали на 100 и 2 раза по 70. Но я думаю, это как бы обоснованно. Ну вот, допустим, одну управляющую компанию мне сегодня стало жаль. Я бы не смогла вот так вот взять и оштрафовать их, да. Ну, хотя, в принципе, да, это справедливо, они должны делать свою работу, которую они не делают. И неважно, какие люди живут в этом доме, как представитель управляющей компании сказал, что это маргиналы, которые не платят, которые мусорят. Но вы же взяли этот дом под свою опеку, и вы должны делать свою работу. Следующая наша участница Анна Емельянова. Она побывала в роли помощницы первого заместителя главы по городскому хозяйству и участвовала в акции «Вызов Кузов». Всем привет, меня зовут Емельянова Аня. В прошлый раз на жеребьевке мне выпала честь поработать с первым главой по вопросам городского хозяйства Садовниковым Дмитрием Дмитриевичем. И вот сегодняшний день, утро началось у меня совещание. Так, я поняла то, что у нашего Садовникова Дмитрия Дмитриевича график расписан с утра и до вечера, одни совещания, встречи, и очень насыщенный у него график. Также помимо по вопросам городского хозяйства они занимаются общественной деятельностью, которая называется «Вызов Кузов». Я об этом буквально сегодня только узнала и не думала, что, оказывается, бесхозно стоят машины. И да, чему должное я могу отдать, это мои слова благодарности. Вкратце все объяснили, так как я сама от этой темы очень далека, и для меня это все ново. И да, поначалу мне казалось это очень сложно, но так и есть, это очень сложно, сама работа-то. Ну вот, но я думаю, в принципе, я немножечко суть уловила, в чем заключается их работа. Хочу пожелать участникам проекта «Битва блогеров» успехов, чтобы они все задания выполняли на ура. А также хочу, чтобы зрителей было побольше. Вот. Ну и все, наверное. Всем спасибо. Пока. Участница Наговицына Саина расскажет, как прошел ее день в роли кондуктора. Приготовились и оплачиваем за проезд. 5 минут должен приехать автобус дежурный и забрать меня с ближайшей остановки. Как я легенда, только я кондуктор. Вот так она.
Чек тоже отдаешь. Следующая остановка. У вас 103, да? А некоторые где работают? Некоторые где? В основном все типа там министры, начальники. И нам жеребьевку сделали. И сказали, типа, один кондуктор будет. Я говорю, по-любому мне достанется. И реально мне достанется. Полные уезжаем отсюда. Вот уже 3-й раз, считай. Идут собачки. Или курдуксы покиеварни. Ага. Но нет. На этом все, дорогие друзья. Подписываемся, ставим лайки, жмем на колокольчик и ждем следующей недели. На следующей неделе мы познакомимся с новыми участниками.